Ну что, друзья, мы начинаем небольшой ремонт нашего балкона. Сейчас он выглядит вот так. Здесь такая непонятная полка из остатков всяких. Ну и остальные все стены голые. И мы решили его немножко украсить, облагородить. Сегодня мы купили бруски 40 на 40. Это для пола. Вот сама доска для пола 36 миллиметров. Нормально. Ну и вот эти брусочки у нас пойдут на стены. И сверху уже будем покрывать вагонкой. Даже мы установили лаги из брусочков 4 на 4. Расстояние вот такое выбрал вот между первыми тремя где-то 45, потом чуть поменьше сделал, по периметру тоже провел. По уровню у нас все отлично. Можете вот посмотреть, все видно. Пол у нас был ровный, поэтому мне снизу ничего не пришлось подкладывать, просто зафиксировал. И теперь вчера я, значит, напилил уже несколько вот досок и сейчас начну их устанавливать. Первый рабочий день завершен. Нарезал пока вот несколько досок, тоже примерно посмотрел, как это выглядит, вроде бы все нормально. Продолжаем работу по балкону. Полы, монтаж пола закончен. Установил, пока накрыл вот таким тентом, чтобы сильно не загрязнялся. И начали делать обрешетку стен под вагонку. Вот эти стены сделал. Здесь, ну, шаг примерно 40-60 сантиметров. Ну, я думаю, нормально. Мы тут все-таки не так часто будем находиться. Это балкон. Я думаю, этого достаточно. Из дома провели провод. Сюда электричество поставим, свет, розетку, чтобы можно было в любой момент зарядить телефон или что-нибудь подключить, вот те же электроинструменты. Сейчас осталось вот эту только стену доделать, обрешетку. Тут она такая полукруглая. Обрешетка закончена. Вот так вот у нас получилось. Самое сложное была вот эта стена. Там она разогнутая, поэтому пришлось в некоторых местах вот такие вот подложить брусочки. Ну, во всех, чтобы по уровню получилось. И завтра начинаем вагонку уже саму монтаж делать. Смотрим, что получится. Монтаж вагонки начался. Начал с этой стены. Большие трехметровые. Примерно разделил их. Ну, распиливаю понемножку на 2,75, 2,76. И прибиваю. Ну, прибиваю на клеймеры такие вот специальные и гвоздями. Думал, может, саморезами, но потом решил, если бы саморезами, то надо было бы вот сюда их прямо в паз вбивать. Ну и, возможно, тогда разрушить конструкцию и вообще вот эти пазы. Поэтому так, ну, по уровню вроде бы все нормально, идеально. Вот так смотрим теперь. Тоже все очень даже хорошо. Так что работа идет. Дальше перехожу на эту стену. Тут сначала тоже длинные трехметровые пойдут, а потом уже снизу, сверху, на ту стену, там тоже длинные пойдут. Ну и самое последнее здесь, как и бруски в последнюю очередь забивал здесь, так и вагонку буду в последнюю очередь.
сегодня забиваю последний вагон. Время почти 9 вечера. Соседи скоро опять начнут жаловаться, скорее всего, поэтому забиваю последние 3 клеймера. И на сегодня заканчиваем. Что-то немножко прихватываю. А потом, чтобы не повредить саму вагонку и не сбить пальцы, я уже вот так вот пластинкой добиваю. Безопасно и для меня, и для вагонки. Сразу уже брать плинтуса, углы внутренние. И вот эти уголки здесь я не знаю, что буду делать, даже шпаклевать или что мне тут делать, как быть, я не знаю. Здесь уже вагонку не постелишь, до окна слишком мало остается. Так что подумаем, как лучше сделать, пока так. Завтра вот это надо завершить, эту стену делать не будем, здесь будет шкаф. Так что, в принципе, потихоньку двигаемся к завершению. You, I don't wanna catch you, I want to forget you. Let me be the one who doesn't care that you're gone. I don't wanna. Ну что ж, работа идет, почти заканчивается наконец-то. Сегодня я сделал вот эти все откосы оконные. Сначала хотели их оставить, заштукатурить, шпаклевать, покрасить. Но потом подумали, будет не очень красиво, поэтому вот это все сделал. Здесь еще без брусочков, просто на бетон пришлось вот так вот глухо делать. Но зато получилось довольно красиво. Завтра еще уголки везде сделаем. Сюда углами внешними, тут внутренние углы. Вот это все обойдем. Здесь у нас будет шкаф. Тут будет тумба, поэтому вот это закрыли тоже вагонкой. Здесь будет тумба, и отсюда уже на всю высоту, далее на всю длину шкаф. Поэтому вот это все оставили открытым. Плинтуса сверху, снизу. Ну и потом электричество будем проводить еще. Так что вот так. Смотрите дальше. Конечный результат скоро уже близко. Будем смотреть, что получится. Тут я начал ящик, скамейку, вот каркас начинаю делать. Вот это нижняя часть. Вот отрезал бруски. Это у нас будет стойки, получается. И сверху вот где-то примерно такой высоты будет скамейка, ящик, и сверху она открываться будет. Бруски у меня заканчиваются, скоро поеду в магазин покупать новые. Так, вот мы изготовили каркас ящика скамейки. Одна сторона. Сделал из брусков 4 на 4. Скрутил все уголками. В некоторых местах просто вот саморезами. Сюда, например, вот эти. Там тоже вот внизу, остальное все на уголки. Здесь вот сделал еще такие опоры, чтобы было. Все-таки сюда будем садиться все. Нагрузка большая будет, не лишний будет сзади. Наверное, уже не стоит, я так думаю. Основная нагрузка будет сюда, все равно наперед.
А это сидушка, значит, такая желтого цвета у нас. Мы использовали поролон. Вот эти вот у нас были старые остатки, 10 миллиметров в высоту. Мы их порезали до 5. Тут у нас 5 сантиметров поролон, фанера. Ну и с задней стороны просто степлером закрепили мебельным. Это у нас будет складная часть, которая будет открываться. Это у нас уголок. С правой стороны он будет вот здесь. Он будет зафиксированный постоянно, потому что здесь с угла он бы не смог открываться. И мы его закрепим на постоянной основе. А вот это у нас будет открываться с помощью петли. Монтаж скамейки завершен. Уже успели замарать, вот вытерли. Так, вот это у нас ручка. Открывается вот так. Здесь закрепил рояльной петлей. Снизу, значит, закрепил здесь один, здесь 3. Тут еще один. Это к полу я прибил. И по бокам сюда 2. И уже у нас вот такая вот зафиксированная, никуда не двигается. Ну, с этой стороны тоже сделал 1 и там 2. И скамейка у нас теперь надежно зафиксированная, никуда не двигается. Мягкая, удобная. Для покраски мы будем использовать такое масло фактура. Производитель Ярославские краски. Так что будем надеяться на качество. Нанесли первый слой масла на полы, сразу заблестели. Благородный цвет получается, как будто бы. Сегодня погода у нас ясная, солнечная. Я думаю, пару часов хватит, чтобы первый слой высох, и уже будем покрывать вторым. И оставим балкон до завтра. Many months later. Итоговый обзор балкона. Я его делаю спустя 1,5 года. Только дошли руки до монтажа, и я вот заметил, что окончательный вариант не показал. Так, мы сделали пол доской для пола, 36 шпунт. Дальше скамейку я ее показывал, она у нас уже вся грязная стала, такая с пятнами, ну как есть. На стенах вагонка. Здесь оконные откосы тоже, как я показывал, сделал вагонкой все-таки, напрямую сюда закрепил. И повсюду сделал вот уголки. Здесь тоже на пороге. Тут вот эти уголки у нас 2,5, по-моему, или 3 сантиметра. А с этой стороны пошире 4, потому что здесь были такие в некоторых местах большие зазоры. И вот эти вот уголки, они болтались немножко, и поэтому я снизу все запенил. И сейчас они уже жестко зафиксированы, никуда не двигаются. Так, вот столик, я его не показывал. Вот сделал из такой книжки стола. Мы, значит, открываем вот так вот. Здесь я установил его на уголки железные. То есть я вот одну половину вот этого стола убрал, снял просто, а вот это уже прикрепил. И она тоже постоянно держится, никуда не уходит. Собирается, много места не занимает.
Далее лампа, вот электричество, как я говорил, вывели вот оттуда, из дома, всю стену просверлили. Но здесь вышла небольшая промашка. Чтобы вот работал и лампа, то есть выключатель, и розетка, надо было, оказывается, выводить два провода. Но я в электрике не особо силен, поэтому получилось вот так, что у нас работает только лампа. И также свет здесь работает только если на кухне тоже горит лампа. Если на кухне свет отключен, то эта лампа тоже не работает у нас. Так, здесь также мы повесили качель такая, я сейчас тут приложу фотографию. В потолок я вбил анкерный болт с крюком и через карабин такую цепь, здесь тоже карабин, и сюда уже сама качель. На зиму мы ее сняли, чтобы она тут не мешалась. Дети тут постоянно качаются, для них такое удовольствие. Так, и вот шкаф. Но про шкаф я сделаю отдельное видео. Вот такой получился обзор балкона. На ремонт мы потратили где-то 35-40 тысяч, наверное. Это вот вместе со всем материалом, инструменты и так далее. По времени я делал не спеша, там после работы иногда получалось, где-то это заняло месяца полтора, наверное. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь. Сюда я много души вложил, старался, поэтому жду вашей поддержки и отклика. И смотрите другие видео. Всем пока!